Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Сирии вступил в силу режим прекращения огня. В Брюсселе министры внутренних дел стран ЕС обсуждают план ограничения въезда мигрантов. Турция, в свою очередь, также пытается решить проблему нарастающего потока беженцев. Мы не можем открыть свою границу. Тогда нам нужно будет изменить всю логистику, которая уже существует. В Казахстане местные власти выполнили поручение президента страны и закрыли проезд на горнолыжный курорт Шимбулак. С какими трудностями теперь придется столкнуться людям, которые там отдыхают и работают? Прямо скажу, ничего не боюсь. Даже никто не имеет права закрывать дорогу. Единственный буддийский монастырь на Урале собираются снести. Официальная версия: он мешает добыче руды. Корреспонденты «Настоящего времени» прошли пешком почти 20 километров, чтобы увидеть, как живут буддисты, и выяснить, сдадут ли они свои позиции бизнесменам. Интересно, как судебные приставы собираются принудительно снести монастырь, потому что добраться туда можно либо на снегоходах, это очень дорого и долго, либо, как мы, пройдя 8 километров по лесной тропе пешком. Сегодня в полночь вступило в силу прекращение огня между войсками Башара Асада и оппозицией. Предлагаемое перемирие, которое по плану России и США продлится 2 недели, поддержали курдские ополченцы и Высший комитет по переговорам, который является главной организацией сирийской оппозиции. Однако президент Турции Эрдоган считает, что данная договоренность не учитывает интересы Анкары и опасается, что она приведет к более трагическим последствиям. Перемирие в Сирии, в принципе, позитивно и даст возможность вдохнуть нашим сирийским братьям. Но оно оказывает поддержку режиму Асада, который несет ответственность за гибель 500 000 собственных граждан, внушает беспокойство и двусмысленность языка по отношению к сирийской оппозиции. Мы опасаемся, что эта договоренность может привести к еще более трагическим последствиям. В американских СМИ появились данные о том, что США на случай провала перемирия готовят план «Б», который предусматривает разделение Сирии на несколько государств. Тем временем поток беженцев в Европу не прекращается. Проблема достигла таких масштабов, что начала угрожать единству Европейского Союза и может стать причиной выхода из него Великобритании, считают министры внутренних дел стран ЕС и балканских стран. В эти дни они обсуждают в Брюсселе план ограничения въезда мигрантов. Его уже ввели Австрия, Сербия и Македония, чем очень недовольна Греция. Эта страна опасается, что на ее территории могут застрять десятки тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и других стран, проникающих в Грецию морем из Турции. Сама Турция также пытается решить проблему нарастающего потока беженцев и раненых из Сирии. О том, что сейчас происходит на турецко-сирийской границе, узнавала наш корреспондент Шахида Якуб. Больница турецкого города Килис, который находится на границе с Сирией. Кареты скорой помощи ежедневно везут сюда как гражданских, так и военных. Местный доктор рассказывает о том, с чем ему приходится сталкиваться каждый день. После бомбардировок привозят гражданских с осколочными ранениями. Военные поступают в основном с ранениями от снайперских выстрелов. После того, как 5 лет назад началась война в Сирии, эта обычная гражданская больница превратилась в военный госпиталь. Когда я начал здесь работать, война в Сирии продолжалась уже год. Неотложка вон там находилась. Но однажды к нам доставили более 90 раненых. Скорых не хватало, их привозили на легковых машинах. Мы не знали, что делать. Боевые действия сейчас проходят всего в нескольких километрах от турецкой границы. В часе езды от границы расположен город Алеппо, второй по величине город в Сирии. Сейчас он практически разрушен. Мы связались с гражданским активистом из Алеппо по скайпу, который рассказал нам о том, как выживают оставшиеся там люди. У нас нет воды. Мы берем воду из пробуренных скважин, даже если это небезопасно для здоровья. Из-за этого много людей болеют. Продукты пока есть, еще работают некоторые магазины. Завозят из районов, прилегающих к Алеппо. Если город попадет в окружение, то пути поставок продовольствия будут перерезаны. Баха Аль-Халаби говорит, что ежедневно на жителей Алеппо приходится более 100 авиаударов. Это вынуждает людей покидать свои дома и бежать к турецкой границе, где пока относительно спокойно. Мэр турецкого приграничного города Газиантеп говорит, что после того, как в сирийскую войну вмешалась Россия, гуманитарная ситуация значительно обострилась.
Основными жертвами российских авиаударов в этом районе становятся гражданские. После того, как Россия вмешалась, боевые действия стали интенсивнее. Мы не можем открыть свою границу. Тогда нам нужно будет изменить всю логистику, которая уже существует. Сейчас по ту сторону границы уже работают турецкие гуманитарные организации и оказывают всю возможную помощь сирийцам. Сирийские беженцы продолжают пребывать в лагерях, которые организовали турецкие гуманитарные организации. Но и их ресурсы истощаются. Окруженные бедствием такого масштаба, здесь, на границе Сирии, весьма скептически относятся к тому, что перемирие, о котором Россия и США договорились, приведут хотя бы к относительному спокойствию. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что число беженцев еще не было таким большим со времен Второй мировой войны. В своем ежегодном докладе правозащитники сообщают, что от войн и насилия бежали более 60 миллионов человек. И сегодняшняя ситуация показывает, что мир не справляется с миграционным кризисом. Отдельно в докладе речь шла и о России, военно-воздушные силы которой продолжают бомбить сирийские города, в результате чего гибнут мирные жители. На месте событий мы видим, хотя с одной стороны Россия говорит о каком-то прекращении военных действий и перемирии, с другой они на самом деле продолжают бомбить мирное население. По крайней мере, таковы наши выводы, и эти факты требуют дальнейшего расследования. В Таджикистане впервые осуждена женщина за участие в войне в Сирии и призывы к джихаду. 34-летнюю Зарину Сардорову приговорили к 13 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в тюрьме общего режима. Как заявил суд, Зарина Сардорова перебралась в Сирию в начале прошлого года. Туда она попала через турецкий пункт Газиантепа. В Сирии Сардорова провела 8 месяцев, но после начала ожесточенных боев вернулась в Душанбе. Как стало известно следствию, призывы к джихаду Сардорова публиковала в соцсети. Там же она выкладывала фотографии с автоматом в руках. Россия передала Афганистану 10 тысяч автоматов Калашникова и несколько миллионов патронов к ним в рамках достигнутого в декабре соглашения о военной помощи. Оружие доставил в Кабул российский транспортный самолет. Оно передается на безвозмездной основе и предназначено для сотрудников правоохранительных органов Афганистана. Всего афганской стороне будет передано 10 тысяч автоматов АКМ-47 и 2,1 миллионов патронов к ним. После вывода 130-тысячного контингента НАТО Афганистан остался с талибами практически 1 на 1. С 2014 года афганская армия воюет исключительно при поддержке других стран. При этом советники Альянса призывают афганских военных не отсиживаться на блокпостах, а преследовать боевиков. Далее в программе. В Казахстане местные власти выполнили поручение президента страны и закрыли проезд на горнолыжный курорт Шимбулак. С какими трудностями теперь придется столкнуться людям, которые там отдыхают и работают? Прямо скажу, ничего не боюсь. Даже никто не имеет права закрывать дорогу. Единственный буддийский монастырь на Урале собираются снести. Официальная версия: он мешает добыче руды. Корреспонденты настоящего времени прошли пешком почти 20 километров, чтобы увидеть, как живут буддисты, и выяснить, сдадут ли они свои позиции бизнесменам. Интересно, как судебные приставы собираются принудительно снести монастырь, потому что добраться туда можно либо на снегоходах, это очень дорого и долго, либо, как мы, пройдя 8 километров по лесной тропе пешком. В Алма-Ате запретили строить здания выше 12 метров. Такое решение принял градостроительный совет и городская администрация. Речь идет о верхней части города, откуда идут воздушные потоки, которые проветривают Алма-Ату. Имеющиеся ограничения застройки в 6 этажей сегодня недостаточно для того, чтобы обеспечить эффективную проветриваемость территорий, повышение ее экологической устойчивости. Необходима более жесткая регламентация застройки. Примечательно, что это решение было принято после визита в Алма-Ату президента Казахстана Назарбаева, который раскритиковал строительство жилых сооружений в верхней части города. Вот что он в частности сказал. Я запретил вам строить высотки выше Аль-Фараби. Вот эти большие дома, во-первых, закрыли от глаз алматинцев прекрасные горы. Во-вторых, закрыли движение ветра. Я смотрю сейчас, проезжая, прямо поперек Аль-Фараби кто-то строит что-то. Назарбаев остался также недоволен и большим количеством автомобилей, которые были припаркованы рядом с высокогорным катком Медео и на горнолыжном курорте Шимбулак. Это любимые места отдыха алматинцев, где можно не только покататься на коньках и лыжах, но и подышать свежим воздухом, которого так не хватает в городе. Местные власти не стали тянуть с решением проблемы. Как выполнили поручение президента и как это отразилось на рядовых казахстанцах, в репортаже Дмитрия Белякова.
Проезд на горнолыжный курорт Чимбулак отныне закрыт. Вдоль дороги появились запрещающие знаки, а прямо на проезжей части круглосуточно дежурят полицейские и бойцы СОБР. Так местные власти оперативно исполнили поручение главы государства, посетившего на днях Алма-Ату с официальным визитом. Я аккумулировал большие средства, привлек инвесторов, построили канатную дорогу в Медео, чтобы там, где находится каток, не было автомашин. Ты посмотри, что делается. Что за безобразие? Для чего мы построили канатную дорогу? Чтобы никто на машине не лазил, тонкая экология Чимбулака не портилась. Акимат отреагировал на слова президента, и теперь алматинцам и гостям города приходится оставлять машины на стоянке возле высокогорного катка Медео и продвигаться далее пешком или воспользоваться канатной дорогой, либо такси. Ну, наверное, нанимать такси по 1000. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Для вас это приемлемо? В любом случае, поездка на Чимбулак сопряжена с определенными расходами. И 1000 больше, 2 меньше, как бы, не суть. Про такси необходимо сказать отдельно. Интересно, что въезд в запретную зону оказался доступен всего лишь для одной алматинской компании. Водители на новеньких, еще даже не до конца оклеенных рекламой автомобилях, припаркованы прямо возле полицейского кордона. Как удалось выяснить в разговоре, ежедневно дежурят 12 автомобилей. Стоимость поездки $3 с человека в один конец. Клиентов более чем достаточно. Ну, если, например, клиент желает там селфи сделать, это без проблем, да? Без проблем. Там фото, экскурсия, там историю немножко. Ну, грубо говоря, вы час едете, да, наверное? Ну, минут 30-40. Еще один способ добраться до горнолыжного курорта – канатная дорога. Билет в оба конца стоит $7, однако канатка не имеет промежуточных станций, что крайне неудобно для людей, работающих в ущелье, или отдыхающих, желающих подняться выше Чимбулака. Улан Курманбаев уже 10 лет работает сторожем на сероводородном источнике в Горельнике. На канатке туда не доберешься. От катка Медео и полицейского кордона Улану приходится идти до работы 8 километров пешком. Пропуск на личный автомобиль ему не выдают. Объясняюсь тем, что наш президент дал указ, что закрыть дорогу. Это, я думаю, что даже хоть Господь Бог, я прямо скажу, вот, ничего не боясь. Даже никто не имеет права закрывать дорогу, я думаю. Недобро отзывается о нововведении алматинец Анатолий Куликов. Он привык ездить на горячий источник каждую неделю, собирая с детьми малину и грибы в ущелье. Анатолий рассказывает, что сначала вдоль дорог появились запрещающие знаки, потом были открыты платные стоянки. Теперь проезд закрыли полностью. Это связано с бизнесом канатки. Вот. Для этого все было сделано, чтобы люди ездили только на канатке. Только на канатке. Вот. И знаки понаставили, и кругом позакрывали дороги. Вот. И все это сделалось для того, чтобы ездили на канатке. Акимат Алма-Аты разместил информацию, что от Медео до горнолыжного курорта будут курсировать трансферные автобусы, которые должны будут доставлять десятки алматинцев до места работы. Но пока эти рейсы не запущены. Интересно, что в ходе рабочего заседания Нурсултан Назарбаев недобро отозвался и о частной застройке в природоохранной и селеопасной зоне. Президент заявил, что незаконные коттеджи, гостиницы и рестораны местные власти должны валить бульдозером. Видимых результатов исполнения этого указания главы государства пока нет. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. На Урале собираются снести единственный буддийский монастырь. Он оказался в зоне коммерческих интересов компании «Евраз». Ее контрольный пакет акций принадлежит Роману Абрамовичу. Наши корреспонденты Екатерина Пономарева и Илья Новиков прошли пешком почти 20 километров, чтобы увидеть, как живут буддисты, и выяснить, сдадут ли они свои позиции бизнесменам. Эти занесенные снегом домики, примостившиеся к каменистой вершине горы Качканары, есть легендарный буддийский монастырь Шат-Чуплинг. 20 лет назад его начал строить бывший афганец Михаил Санников, ныне лама Докшита. Место указали свыше. Очертания горы увидел во сне его учитель. Про регистрацию прав на землю, введение старца, увы, не было ни слова. Это, конечно, интересно, как судебные приставы собираются принудительно снести монастырь, потому что добраться туда можно либо на снегоходах, это очень дорого и долго, либо, как мы, пройдя 8 километров по лесной тропе пешком. В общем, даже при большом желании строительную технику наверх не загнать. На вершине нет ни электричества, ни водопровода. Стройматериалы поднимают сюда вручную или на лебедке, зимой на собаках. Ну, на этой неделе я езжу на собаках. В основном с дровами. А сейчас
Поеду встречать Ламу Докшита, он с западного карьера поднимается. У него там сумки, видимо. Вот сказали встретить. Так и живут всего 7 человек. Дежурство по воде несет другой член общины. Зимой монахи колют кирками лед в застывшем ручье. Затем носят ведрами на кухню, к печке и топят. На этой талой воде моют посуду и готовят. Не только себе, всем путникам, что сюда заглянут. Первую ложку съешь, вторую отдай на благо всем живущим. Переступив порог общины, сам будто становишься ее частью. Главное правило – идешь в монастырь, возьми для монахов чего-нибудь съестного. Так община и кормится. За эти годы монастырь стал и местом туристического паломничества. Я ее специально одел. У меня была всегда мечта сходить в этот буддийский храм. И когда я узнал, что 1 марта собираются снести, то это, так скажем, ускорило мое путешествие сюда. Уйти отсюда просто так буддисты уже не смогут, хоть миллион предписаний им выпиши. В монастыре за 20 лет построены культовые для буддизма сооружения – ступы. Разобрать их – это все равно, что, например, сжечь икону. Когда ступа закончена, она начинает выполнять функции своеобразного трансформатора и регенератора энергии. И поэтому снос ступы – это вот как из сети там, выдернуть какой-то такой серьезный трансформатор. Да? То есть это вся целая высоковольтная сеть может рухнуть. Вот поэтому как-то их, по крайней мере, не принято сносить, это точно. Ну, вообще это считается одним из самых таких неблагих деяний в буддизме. Официально оформить землю община пыталась с первых дней существования. От карьера они за 9 километров. Но ни в одном кабинете ни местного уровня, ни областного их словно не замечали, пока в дело не вмешались деньги. Трения начались, когда Евраз получил лицензию на разработку где-то здесь, в ближайшем районе, там, на разработку этих вот руд. Никто не может объяснить, почему так, потому что мы попадаем на край, получается, там совсем краешек санитарной зоны, не так страшно, в общем-то, как мама Докшита говорит, что, в общем-то, могли бы так немножко дрожащей рукой так раз и обвести там 50 метров, и вопросов бы не было. И в конце концов оформить эту землю как, под нашу общину, то есть под монастырь. Вся эта история со сносом вызвала широкий резонанс. В поддержку буддистов собирают подписи и выступают известные люди. Борис Гребенщиков, например. И вот чиновники уже готовы предложить буддистам другой участок на соседней горе. Правда, без права вырубки леса. Евраз от подробных комментариев на эту тему отказывается. Гуру Ламу Докшита мы встретили уже на обратном пути под вечер. Он, как ни в чем не бывало, ехал в свою обитель из города на собачьей упряжке. Но они все-таки предлагают вам оттуда съехать? Да. Предлагать-то не видно. Не уедете? Конечно. Земле 5,5 миллиардов лет, и кто ее владелец, никто не знает. У кого тут правоустанавливающий документ на нее? Покажите мне этого человека, и я, может быть, что-то поговорю с ним. Михаил Санников, хоть и лама со стажем, в прошлом все-таки военный. И свою святую землю просто так не сдаст. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени. Вода по цене золота. Около 1000 жителей Хакасии, которые не имеют в домах центрального водоснабжения, получили новые квитанции с новыми тарифами на оплату питьевой воды. Цены там выросли сразу в 10 раз. Оказалось, что местные чиновники решили сэкономить деньги и отменили дотации на подвоз воды. В ситуации разбирался наш корреспондент Сергей Чудинов. Дайте воды! Дайте воды! Дайте воды! Жители частных домов Саяногорска вышли на митинг. Люди возмущены резким ростом тарифов на подвозную воду с 18 до 194 рублей за кубометр. Другой здесь нет, так как нет водопровода. Бумажки разбросали по ящикам, что вода дорожает в 10 раз вместо воды. И с этого времени объявили нам бойкот. Прекратили подвоз воды вообще. 10 дней люди были без воды. Почему, если, как нам объяснили, денег нет в бюджете? Почему они не просили, не закладывали эти деньги в бюджет? Почему мы должны отвечать за их халатность, за их нерасторопность, за их незнание? Около 1000 жителей Саяногорска ждут прокладки водопровода вот уже 50 лет. Как заявили в мэрии Саяногорска, в прошлом году за подвоз бочек с водой действительно платил бюджет, но сейчас такой возможности нет. К тому же новый тариф и вовсе был утвержден в правительстве республики. Я принципиально не буду подписывать вот эту по 200 рублей воду. Это потому что дискриминация. Они что, вот они думают, какая у нас зарплата. Они взяли зарплату Чубайса, потом зарплату Майна и получили среднесуточное, значит, это 40 тысяч.
тысяч, да? И думают, мы с этих денег платить. Вот сначала заплатите нам эти деньги, потом мы будем по 200 рублей буду платить. Нам с чего платить-то? Вон по миру пойдем, точно заплати и сдохни. О! Набрал. Пенсионер Андрей Лукьяненко каждый раз с нетерпением ждет снегопада. Тогда не надо ехать за несколько километров до ближайшей колонки. Талую воду в семье пускают на хознужды. Большая часть питьевой воды уходит на купание трехмесячного внука Жени. Поэтому взрослым приходится нелегко. Машинку я не знаешь, там тоже воду как набирать. Мы сверху заливаем. Сверху заливается вода, конечно, естественно. И все бедрами вытаскивается. Ребенка так вот купаем. В морозы водовозка, как правило, вовсе не приходит. И воду, даже дорогую, приходится ждать по 2 недели. Однако самое страшное в данной ситуации вовсе не высокая стоимость воды, а бессилие людей перед пожарами. Недавно здесь сгорел очередной дом. Люди уверяют, могли потушить пожар самостоятельно. Однако воды в поселке попросту нет. Саяногорцы с ужасом ждут наступления весны. Когда в горах загорится сухая трава, беды не миновать. Впрочем, это местных чиновников не особо беспокоит. На новом тарифе им удалось сэкономить для бюджета 1,5 миллиона рублей. После такого бесчеловечного ответа властей жители осознали, им в родной Хакасии уже никто не поможет. К Донбассу будем обращаться, либо к Сирии, чтобы они нам помогли. Но у нас же наше правительство помогает, отправляет туда фургоны с продуктами. Пусть они теперь нам с водой будут цистерны отправлять. А как людям жить? Сергей Чудинов, Марина Мышко. Настоящее время. Республика Хакасия. Два лыжника из Словении совершили первый в мире прыжок с трамплина в тандеме. Организаторы этого прыжка заявили, что установлен новый мировой рекорд. Подробности в репортаже «Рейтер». Спортсмены из Словении готовятся к прыжку с трамплина, но лыж у них ровно 2, всего по одной на брата. Летающий лыжник Рок Урбанс, ему 31 год, и его коллега, 27-летний Яка Рус, готовятся совершить первый в истории прыжок в тандеме. По данным организаторов, здесь, на славянском лыжном курорте Планица, они установили мировой рекорд, хотя ни одна официальная спортивная инстанция его не зарегистрировала. Трамплин выбрали невысокий, 35 метров, но с технической точки зрения выполнить такой прыжок довольно сложно. Спортсмены должны действовать очень слаженно, поскольку вероятность падения велика. Прыжок получился коротким из-за того, что общая масса удвоилась, зато крайне эффектным. Урбанс и Рус оба опытные лыжники, но, кажется, сами удивились, что все прошло удачно. Прыжок они выполнили, чтобы привлечь внимание к сайту, созданному для поиска тренеров по всему миру. Придумал трюк и нашел исполнителей, создатель и владелец этого сайта. В отличие от саночного спорта, в таком прыжке второй только мешает. Но Урбанс и Рус гордятся тем, что первый в мире полет тандем совершили именно они. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.